Ингушская активистка Зарифа Саутиева участвовала в протестах против обмена землей с Чечней осенью 2018 года. Позже ее уволили с должности замдиректора мемориального комплекса жертвам репрессий. Сама Саутиева связывала свое увольнение с активистской деятельностью. Уже в марте после решения суда Зарифу Саутиеву восстановили в должности. Через месяц в ее доме провели обыск, изъяли технику и загранпаспорт. Доказательной базы у следствия быть не может, потому что никаких высказываний, агитирующих, призывающих к применению насилия к представителям власти нету в природе. Своих детей нет у Зарифы Мухарбековны. Но после недавних событий я могу сказать, наверное, что практически вся республика стала ее семьей, потому что она сегодня находится в заключении за свою гражданскую позицию, за отстаивание прав всего ингушского народа. Также 12 июля задержали администратора сайта и телеграм-канала Фортанга.орг Рашида Масигова. По официальной версии обнаружен пакетик с героином, количество там 3 с небольшим грамма. Анализ, который им был сдан на наличие наркотиков в крови, дал отрицательный результат. Он сказал, что к нему применялись методы физического воздействия, в частности, током его били. Мать Рашида Масигова Фирдоус уверена, что ее сын не имеет никакого отношения к наркотикам. Общаться с нами по видеосвязи женщина не захотела. Говорит, что все еще в шоке и разговаривать с людьми ей пока тяжело. Заходить в дом с автоматами не надо было. Если бы пришла повестка, он явился бы в любую структуру, дал бы объяснение. Наркотики, они появились в это утро. Значит, как они появились? Их не было никогда. Я их никогда в жизни не видела. Я говорю, что это белый порошок? Я подумала, что это сода на самом деле. Вот если мне положили, я бы сказала, что это сода. Пока в Ингушетии задерживали журналистов в Фортанге, Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Теперь он не работает на территории России. Доступ к сайту ограничили якобы из-за комментариев, разжигающих ненависть к русским и евреям. При этом редакция оппозиционного издания не получала предупреждений и уведомлений о блокировке. Фортанга активно освещала обыски, задержания и аресты ингушских активистов и участников протестов против обмена землей с Чечней. 5 из них в начале этого месяца признал политзаключенными правозащитный центр «Мемориал». Нет доказательств, что они имели умысел на нанесение вреда здоровью представителей власти, стремились к нему, организовывали его или руководили им. Старейшину Ахмеда Барахоева арестовали по подозрению в применении насилия по отношению к представителям власти. Хотя именно после обращения Барахоева к ингушской молодежи удалось остановить стихийную акцию протеста в марте. Только что я общался с Бачуриным. Он просит и от своего имени, и от имени МВД России уйти с площади. И если мы уйдем, он лично гарантирует, что нам выдадут разрешение на проведение митинга, понимаете? Через 2 дня после признания Барахоева политзаключенным суд в Нальчике сократил ему срок ареста. Оставшимся 4 признанными политзаключенными Мусе Мальсагову, Исмаилу Нальгиеву, Малсагу Ужахову и Бараху Чемурзиеву продлили срок ареста до 25 сентября. Сайхан Цинцаев. Настоящее время.